Здравствуйте. В связи с подачей мной административной жалобы на бездействие Республиканского центра психического здоровья РЦПЗ, я вынужден сейчас назвать, по чьему указанию я был помещен в психушку 5 июня 2017 года. Я проведу сравнение с делом Скрипалей. Великобритания обвинила Россию в проведении 4 марта 2018 года на ее территории химической атаки с применением боевого отравляющего вещества и выслала российских дипломатов. Точно так же дежурный врач-психиатр РЦПЗ Русу Алена Сергеевна после заслушивания лживых объяснений моей соседки Осетровой Ларисы Александровны, матери Осетровой Юрловой Нины Алексеевны, приятеля Осетровой Жукаева Руслана, обвинила меня в проведении 5 июня 2017 года в переулке по месту моего жительства химической атаки с применением бытового отравляющего вещества и в тот же день принудительно госпитализировала меня в психиатрический стационар РЦПЗ. Через 3 дня, 8 июня 2017 года, предположительно, комиссия врачей-психиатров РЦПЗ приняла решение о выписке меня из стационара. Россия, в соответствии с нормами международного права, потребовала от Великобритании представить доказательства обвинения по делу Скрипалей. Точно так же я, в соответствии с нормами национального права, неоднократно требовал от РЦПЗ предоставить доказательства законной выписки меня из стационара. Вот это самое решение комиссии врачей-психиатров от 8 июня 2017 года. Великобритания не предоставила России доказательства обвинения по делу Скрипалей. Точно так же РЦПЗ не предоставил мне решение комиссии врачей-психиатров о выписке меня из стационара, даже по моему последнему требованию от 27 марта 2018 года. Как в этих условиях поступила Россия? Она заняла вот такую позицию. Если в процессе расследования выявляются факты, где подтверждается вина России, я уверен, что Британия, безусловно, будет эти факты опубликовывать. Если не выявляются такие факты, а выявляются факты, противоречащие этой официальной версии, то понятно, что они будут скрываться. Поэтому сейчас перед Британией нужно ставить как можно больше вопросов и требовать ответов на эти вопросы. Это абсолютно правильная позиция, потому что она не позволяет увести обвинения в бла-бла-бла, как увели в уголовных делах Амурбека Текебаева, Аиды Соляновой и 5 гражданских делах по искам о защите чести и достоинства президента. Как эта позиция работает в моем деле? И если в процессе разбирательства выявляется факт, что комиссия принимала решение о выписке меня из психиатрического стационара, я уверен, РЦПЗ безусловно выдаст мне это решение. Если не выявляется этот факт, а выявляется противоположный факт, что комиссия не принимала решение, то понятно, что это решение не может быть мне выдано. Поэтому сейчас перед РЦПЗ мне нужно ставить как можно больше требований о выдаче решений комиссии и требовать их исполнения. Бездействие РЦПЗ будет публично доказывать, что комиссия не принимала решение о выписке меня из психиатрического стационара. А я был выпущен из психушки по указанию президента Киргизской республики Алмазбека Атамбаева, что в свою очередь будет доказывать, что по его указанию я был туда помещен.